игры Александр Васильев. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы очень рады приветствовать вас на Кубке штабов студенческих отрядов «Башгу». Я думаю, этому можно отдельно громко поаплодировать. Я вижу, что вам уже прям не терпится начать, поэтому не будем затягивать, и мы начинаем нашу игру с традиционных слов. Мы начинаем КВН. Ну что ж, а сейчас бы хотелось вас познакомить с участниками, с теми людьми, кто поборется сегодня за этот кубок. Команда КВН «Пол – это лава», представляющая штаб студенческих отрядов Башкирского государственного педагогического университета. Команда КВН «На контрасте», Уфимский государственный авиационный технический университет. Команда КВН «Убойная сила», штаб студенческих отрядов Башкирского государственного аграрного университета. Ну и команда, которая сражается сегодня на своей площадке, команда КВН «Отдыхай, Башгу». Ну что, с этими ребятами мы познакомились, а теперь я предлагаю вам познакомиться с не менее важной командой наших членов жюри. Итак, исполняющий обязанности заместителя председателя комитетом по делам молодежи администрации городского округа города Уфа Янкуров Роман Олегович, ваши аплодисменты. Художественный руководитель студенческого клуба Башкирского государственного университета Сенькина Елена Анатольевна. Здравствуйте! Ну вот мы и снова встретились. Чемпион региональной лиги КВН Уфа, обладатель Кубка Республики, руководитель проекта «Сметана Камеди» Шадрин Кирилл. Экс-командир штаба студенческих отрядов Башгу, исполняющий обязанности комиссара студенческих отрядов Башкортостана Грицай Ольга Викторовна. Ну и я не знаю, наверное, очень серьезный мужчина, командир штаба студенческих отрядов Башгу Гемосетинов Вазир Дамирович. Ну что ж, вот вроде бы все формальности соблюдены, кроме одной. Команда «Ни пуха, ни пера». Погнали! Ну что ж, дорогие друзья, пока наша первая команда готовится к выступлению, я бы хотел вам дать некую информацию, что наша игра сегодня пройдет в 3 этапа. Первый этап — это стандартный КВНовский конкурс «Визитка», второй этап будет музыкальный биатлон, и третий этап, самый сложный КВНовский конкурс «Разминка». Я думаю, этому стоит поаплодировать, команда подготовилась. Ну что ж, первая команда, представляющая Башкирский государственный педагогический университет. Если есть болельщики, можно поаплодировать. Команда КВН «Пол – это лава» в УФУ. Всем добрый вечер! Перед вами команда КВН «Башады» из Башкирского государственного педагогического университета. Не зря же я столько лет в лагере работала, столько нервов потратила, сценарии писала, так еще и выступаю. Настя, перестань, ты плохо играешь, я ночами не спала. Настя, что, совсем все плохо, что ли? Да. Ну ладно, попробуем шутками, что ли, развеселить этот зал. Давайте.
передали. Ты отобрал у детей гостинцы? Нет, это мои родители привезли мне. Да не вставай на место. Друзья, а вы никогда не задумывались, почему старшие вожатые такие стройные? Итак, миниатюра про них. Здравствуйте. Здравствуйте, а сегодня будет дискотека? Будет. Там это ребенок рук сломал. Гифт. А сегодня веселые старты будут? Нет, завтра. Так это гипс-то не подходит? Ай, пошли, опять не понял. Иногда людям бывает стыдно за свои слова. Смотри, куда идешь. Ты знаешь, я в садик держал, в школе школу держу, сейчас лагерь держу. А ты чем можешь похвастаться? А я раз удержал. Вечерняя романтика в лагере. Смотри, какое красивое небо. О, звезда падает. Загадывай желание. Я хочу, чтобы в Аркадии все было хорошо. Хочу 10-й iPhone, шубу, кольцо с бриллиантом. Адель, смотри, обратно полетела. Представьте двух проводников в одном поезде. Угадай, кто? Муравей-закис, что ли? Кто это? Аделя, не смешно вообще-то. Мы 2 суток в одном вагоне с тобой едем. А мне смешно. Ой, все, я пошла. Муравью-закису понравилось. Русский мальчик в башкирском лагере. Адель, отгрузите, пожалуйста, можно идти в туалет? Алексей? В туалет делал. Ниме? В туалет. Десерт? Все уже. А есть такой каст оборзевший вожатый. Что-то слышно, может, поиграем? Давай. Так, дети, вы хотите играть? Нет. Так, бегом, я сказал, собрались. Давай, Цуефа. Я первый хожу. Так, конь на F3. Так, что? Я сказал, конь на F3. Я, кажется, ногу сломал. Ничего страшного, потом сходишь в медпункт, часть ромашками попьешь. Смотри, как надо. Пеший бьет коня. Я сказала, пеший бьет коня. Смотрите, Алексей Валерьевич идет. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Так, я не понял, что мы тут делаем? Конь на B3. Перед вами выступала команда вожатых из Башкирского государственного педагогического университета. Ну и напоследок хотелось бы сказать. Кошечки говорят мяу, собачки говорят гав, а наша команда говорит ла. Ну что, дорогие друзья, это была команда КВН «Пол». Это лава, напоминаю, представляющая Башкирский педагогический университет. Ваши аплодисменты. Авиационный технический университет. Команда КВН «На контрасте». Добрый вечер! С вами сборная команда КВН штаба студенческих отрядов «Угатук» на контрасте. И мы начинаем! Ребят, что такое? Про нас что, забыли? Ля, это что за фиг с тобой? Да она ж не угадушная. Да
подумал, чтобы выиграть кубок штаба Башгу, надо думать как... Как кубок? Ай, больно! Больно? Ребята, так много говорения. Давайте посерьезнее. Ай, больно. А я что-то не поняла, почему ты тут командуешь? У нас в команде полное равноправие. Докажешь. Да, Диана Михайловна. И вот с ними ты собрался выиграть кубок штаба Башгу. А можно подумать, у тебя что-то есть. Так-то есть, коротыш, объяви. Итак, перед вами блок музыкальных миниатюр. Смотрим! Надо было селфи сделать. Мало селфи мне, мало селфи мне. Слушай, такой неизвестный семье, жена с самого утра куда-то собирается. Куда ты опять собралась? Миша, извини, но мне надо решать дела, пойди, дела. Миша, извини, но меня что мол, там 7 проектов без меня. Миша, извини, но мне надо решать дела, пойди, дела. Миша, извини, у меня есть во что и 3 ребенка от тебя. Начальник палаты Башрок, командир строительных отрядов, еще мать моих детей. А я что-то не поняла, мы что тут кубок Ирины Равильевны устроили? Ну, у нас хотя бы что-то есть. Привет, ребят, а вы что тут делаете? Арсен, ты что творишь? Да блин, я это выше лиги видел, думаю, тут прокатит. Можешь нас не позорить, сними этот пиджак. Нам тут кое-кому сейчас надо показать, как нормальные люди в КВН играют. Ну, давай. Случай на сберке. Снова в отряд, снова с тобой, снова уличные маршруты. Фоновое прослушивание музыки ограничено. Полную версию песни вы можете прослушать после целины и оплаты членских взносов. Господи, зачем я с вами связалась? Мне кажется, мне пора искать новые источники вдохновения. Откажу тебе, чтобы спросить ты мне. Саш, а тебе никто не говорил, что ты на киви похож? Можно знать, почему? Ну, ты такой сладенький и немножко волосатый. Хотелось. Давай возвращайся уже, пора заканчивать. Все выступление мы не принимали Аделину в нашу команду, но в отрядах такого не бывает, у нас нет чужих. И как поется в одной известной песне, если ты в бойцовке, значит ты точно свой. Все мы рано или поздно уйдем из студенческих отрядов, но студенческие отряды навсегда останутся в наших сердцах. Сборная штаба «Угату» на контрасте. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, это была команда КВН на контрасте. Я думаю, эти ребята достойны более громких аплодисментов. И, кстати говоря, о кубке Сухаревой Ирины Равильевны. Хотелось бы познакомить вас с этим человеком, но я думаю, он даже не нуждается в представлении. Командир Башкортостанского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Сухарева Ирина Равильевна. И тут все забывают аплодисменты.
где еще 2. Ага, все, вижу, все пришли, все в сборе. А мы продолжаем, можно же, да, Ирина? Да? Все, отлично. Ну что ж, куда ты спешишь встречаться? Команда КВН «Убойная сила», представляющая штаб студенческих отрядов Башкирского государственного аграрного университета. Сразу видно, что аграрники постоянно куда-то спешат. Ваши аплодисменты. Добрый вечер, Гуру! Наконец-то пришла весна, солнышко светит, птички поют, кочки целуются, и наконец-то расцветают цветочки. Вот как раз поэтому я весну и не люблю. Пацаны, три полосы, самый низы, сюда я тут закачать тазы. Ну чё это вышел? У меня песня про весну есть. Ладно, давай, пой. Диджей, музыку, пожалуйста. Как-то раз мы гуляли в парке, и как обычно было все в порядке, но резко распустились там цветочки, и стоило понюхать их немножко. Мои глаза такие красные, как розы, как нельзя. Так, что это было? Аллергия. У тебя есть что-нибудь нормальное? Есть миниатюрки, Давай, но показывай. они ненормальные. Театральная постановка «Колобок». Я так понимаю, плача не будет, да? Едем дальше. Казак, помоги, пожалуйста. Миниатюра «Пьяный кентавр». Ой, что-то не то. Вот какое дело. Ну и напоследок, драка трудовика и физрука. Так, Рома, ты нас уже всех достал своими глупыми шутками. Ты всех нас уже заразил уже ими. В смысле? Вот видишь? Ром, а ты точно КВНщик? Ну да. А скажи что-нибудь на КВНском. Вот вы можете принести что-нибудь нормальное, нормальные миниатюры. Крапули пишите. Опа, опаньки, девочка. А я смотрю, ты тоже как Грудинин? В смысле? Да Уськин свою побрила. Так, ребята, пока ничего не испортили, давайте пройдемся в миниатюрку. Поехали! А все мы прекрасно знаем то, что айфоны с каждым годом становятся все больше и больше. Итак, экзамен в университете через 20 лет. Уважаемые студенты, достаем двойные листочки, пишем контрольную работу. На этом экзамене никто не спишет. Это что такое? Так, а это вас вообще никак не смущает? Да это же Ромка, дурачок, он уже 3-й год с этим куском пенопласта ходит. Да, мам, экзамен сдался, домой иду. Случай на соревнованиях по тяжелой атлетике. Блин, ключи забыл. А такую картину можно наблюдать только в одном детском саду Уфы. Карина, домой. Так, девочки, домой. Так, слушай, а что это было? Да ты Ирина Равильевна своих забирать приходила, она.
отдельную группу выделить. Случай с охранником пятерочки. Везде случаев нету. Парень, работающий на вазелиновом заводе, решил расстаться со своей девушкой. Так, дорогая, мы расстаемся. Ну, Тимур! 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 А такой преподаватель есть в каждом университете. Что ж, здравствуйте, уважаемые студенты, всем отношения лекцию спроса и приглашения картофеля. Так, Аникин, повтори, что я сказал! Что ты там нервничаешь? Спасибо! Что ж, продолжаем нашу сегодняшнюю лекцию. Так, я не понял, почему когда ТК заходит, никто не встает? Здравствуйте, как ваш денечек? Давайте представим, как дочь просит у отца деньги на новый телефон. Пап, ну дай, пожалуйста, денег не очень сильно нужно, со мной друзья не будут общаться, собаки на улице лапу давать перестану. Ладно, нате деньги. Алена, ну все, я денежку нашла, где собираться будем? В очень невнимательной семье каждый начал что-то подозревать. Сынок, почему ты плачешь? Вы мне все это время врали. В смысле брали, сынок? В нашей семье не принято вранье, да, ведь, дорогая? Конечно. Привет, сосед. А мы с командой выяснили, как выбивались деньги на слет ПФО. Ну дайте мне, пожалуйста, денег очень сильно надо, собаки на улице лапу давать не будут, дайте мне. Так, Ирина Рамиловна, кстати, вот вам деньги на слет. Алена, дай все, я денежку нашла, где собираться будем? Киллер, которому очень жалко своих жертв. Нормальный же мужик был. Ну что ты, мужик, расстраиваешься? Ты всего лишь мне ногу подстрелил. Дорогие друзья, в конце мы хотели сказать. КВН, я люблю тебя. КВН, Минсин и Аратам. КВН, имеется на жар соберем. КВН, Так, это что было? а я думал, мы прикалываемся просто. С вами была сборная. Прошу прощения. С вами была команда КВН студенческого отряда «Убойная сила». Спасибо. Ну что, дорогие друзья, это была команда КВН «Убойная сила». Кому понравилось, может еще раз громко поаплодировать. Мы двигаемся далее. Команда КВН «Отдыхай, пожгу». Здравствуйте, с вами команда КВН «Отдыхай». В этом году мы подготовились и решили играть серьезным парнем. Но Кирилл Шадрин не смог, поэтому встречайте. Душа, здравствуйте. Девчонки, смотрите, у нас новенький, давайте познакомимся. Настало мое время. Игра «Снежный ком». Я Гулия, и я не знаю, что здесь делаю. А я Лира, я собираюсь рожать только в высокосный год. Зачем? Чтобы как Ирина Равильевна экономить на подарках. А я Рушан, помощник Леры. А я Рената, помощница Рушана. Помощник помощника, сокращенно ПО.
Когда все готово? Блок коротких миниатюр. Семья без салата. Я с тобой больше не собираюсь разговаривать. Стой, мы еще не договорились. Близорукий парень. 5, 4, 3, 2, 1. А не, нормально. Гусю рассказали анекдот. Ой, ребята, скорее сюда, мои сладенькие, хорошие. Вот и закончились наши короткие миниатюры. А теперь расплачиваем. Поздно. Посмотри. А на прошлой неделе наша Рената познакомилась с родителями своего парня. Мам, пап, знакомься, это моя девушка. Сынок, зачем ты такая низкая девушка? У каждой низкой девушки есть свои плюсы. Малышка. Представьте, случай в нашем штабе после сбора макулатуры. Бастира, куда ставить? Каждый строитель мечтает стать звездой. Мужчина, ну что стоишь? Делай, что ты реально умеешь. Апреля – день превращения обезьяны в человека. А труд сделать обезьяну человека. А с вами была команда КВН. Отдыхай. Ну что ж, дорогие друзья, это была команда КВН. Отдыхаю, ваши громкие аплодисменты. И на этом наш конкурс «Визитная карточка» подходит к концу. А я хотел бы вам сообщить, что наша сегодняшняя игра не состоялась без следующих организаций. Поэтому штаб студенческих отрядов «Башу» выражает благодарность квесту в реальности «Фантом», фотостудии «Чирик» при поддержке студенческих отрядов Башкортостана, а также корпорации квестов «Квестория». Это можно сопроводить также громкими аплодисментами. Ну что ж, мы переходим к следующему конкурсу «Музыкальный биатлон». И поэтому я хочу пригласить все команды на сцену. Ну что ж, уважаемые жюри, настало ваше время поднять оценки в порядке выступления команд. Я напоминаю, что максимальное количество баллов 5. Ну что ж, команда КВН «Пол» — это лава, представляющая педагогический университет. Ваши оценки? 4, 5, 5, 4. Команда КВН «На контрасте», авиационный университет. 5, 4, 4, 5, 5. Команда КВН «Убойная сила», аграрный университет. 4, 5, 4, 5, 3. Ну и команда КВН «Отдыхай, Башгу». Все судьи 5 баллов ровно. Счетная комиссия, как у нас там с подсчетными баллами, что-нибудь будет? А, счетная комиссия здесь.
Они пока считают. Отлично. Передайте, пожалуйста, микрофончик, или вы еще не посчитали, девочки? Не посчитали? Ну ладно, значит, оставляем чуть-чуть попозже. Ну что ж, дорогие друзья, мы переходим к музыкальному биатлону под ваши громкие аплодисменты. И первые две музыкальные карапули от команды КВН «Пол – это лава», педагогический университет. Я назову планету именем твоим. Сережа, Коля, Юра, Петя, Максим, нет, Ибрагим. Ну что же с именем случилось? Вот вопрос. Это же склероз, это же склероз. Спасибо, следующее. Ой, стоит Карина в поле у ручья. Классная машина, жаль, что не моя. Кожей все обшито и крутой обвес. Ой, продам с Авито свой Мерседес. Отлично, это был педагогический университет специально для команд. Я напомню, да, что не обязательно выходить в середину, микрофоны они так друг другу передаются на всякий случай. Отлично, мы продолжаем. Команда КВН «На контрасте», авиационный университет. В истерике кружилась мама Ира, теперь только релаксов в ее машине. Следующее. Вышел ночью я в свой вагон, попласкать тут тихо тайком, пяткою мне в лоб, да широк мне в нос, поезд кучу мне эмоций принес. Большое спасибо. Следующий для музыкальной карапули от команды КВН «Убойная сила», аграрный университет. И уносит меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, диплом недосыпный кусач. Еще одну, пожалуйста. Где-то в параллельной вселенной, а у нас на районе казахов едят кони. Большое спасибо. Ну и завершает наш первый круг команда КВН «Отдыхай». Пожалуйста. Женщина, юг и север, женщина, там юг, там север, хватит улыбаться, все плохо с ориентацией. Песня одинокого кваса. Вечером поздним брожу один. Отлично. Первый круг завершен. Сейчас самое сложное. Нашим членам жюри предстоит какую-то команду удалить. А у них есть еще песня? А какой? Между кем и кем вы хотите? Отлично. Остальные все по музыкальной карапуле. Начинаем с команды КВН «Пол – это лава» по одной музыкальной карапуле. Нет, предпоследний. Пожалуйста. А я был когда-то странным башкиром безымянным, которому при встрече никто не подойдет. Теперь я в суши-баре и типа я китаец. Команда КВН «Убойная сила», пожалуйста. Боль и тишина, ударился немой. И команда КВН «Отдыхай». Все верно, да? Авиационный у нас «Отдыхай». Отлично. Команда КВН «Отдыхай», пожалуйста. Котик любит кошечку, птичка воробья. Я люблю картошечку, Лукашенко я. Ну что ж, уважаемые жюри, каков ваш вердикт? Какая команда нас покидает? Отлично. Мы вращаемся с командой КВН «Пол – это лава» и с командой КВН «Убойная сила».
Ну что ж, эти две команды покинули нас с активом 0,7 балла. Это для нашей счетной комиссии. А мы продолжаем. Команда КВН на контрасте. Авиационный университет, пожалуйста, ваши две музыкальные карапули. Песня Ольги Грицай. Если бы сейчас меня спросили, где я буду через 10 лет, но Ирина все уже решила, мне с Башром назад дороги нет. Большое спасибо. Еще. Ты ж меня подманула, ты ж меня подвела, ты ж меня молодого в сот привела. Тун-тун-тун. Какая у вас там еще команда осталась? Ага, команда КВН «Отдыхай, пожалуйста». В моем горле опять горячо-горячо, никуда от простуды не деться. Только Тимати снова на помощь пришел, предложив свое лучшее средство. Еще одну. Раскудрявый клен зеленый лист резной, ты с дипломом, но работаешь сезном. Уважаемый жюри, может еще кружочек? У них еще там много шуток. Можно еще 2 штрафных кружочка, а то и 3. Пожалуйста, авиационный. Мы не знали друг друга до этого лета, после этого лета и знать не хотим. И команда КВН «Отдыхай». Ходят дети на ушах все, и опять на море прибой. Алексей Дударенко увез меня, забери меня, мама, домой. Ну что ж, еще штрафной. Отлично. Авиационный университет, пожалуйста, самую смешную, которая у вас есть. Хотела сторис я снять в машине, как обычно. Открыла свой инстаграм, и вроде все отлично. Я обернулась назад, там вся моя семейка. Но у айфона снова села батарейка. Большое спасибо, убойная сила. Команда КВН «Отдыхай». Что вы ответите на это? Песня про штат башку. Я в тебе нашел абсолютно все. Чайник и ведро, это все мое. Ну что ж, уважаемые жюри, какое решение вы вынесете? На контрасте балл, отдыхает 0,9, И- убойная сила, пол и лава по 0,8. Отлично. Ваши аплодисменты. Ну что ж, я приглашаю все команды на сцену. Кирилл, такой вопрос к тебе. Счетная комиссия тебе принесла оценки за первый конкурс? Да, вроде. Будь так добр, помоги нам. Сейчас самое время болельщикам проявить себя, потому что нужно поддержать ребят. Давайте еще раз похлопаем. На данный момент команда КВН «Убойная сила» 4,2 балла. Поприветствуем. Команда «Пол это лава» 4,4 балла. Команда на контрасте 4,6 балла. И команда «Отдыхай» 5 баллов ровно. Но мы очень оперативно работаем, поэтому у нас есть сумма за 2 конкурса. Отлично. Пожалуйста, Кирилл, все в ваших руках. Супер. Итак, «Пол это лава» 5,2 балла. «Убойная сила» 5 баллов ровно. Команда на контрасте 5,6 балла. И команда «Отдыхай» 5,9 балла. Вот такой расклад перед третьим конкурсом. Что, простите? Такой расклад перед третьим конкурсом.
Отлично. Спасибо большое, дорогие друзья. Поаплодируйте. Это был Кирилл Шадрин. Великолепный ведущий и резидент Сметана Comedy, если ты сам играешь, да? Да. Ну, пусть тебя, знаешь, теперь не только в башню, но и среди российских студенческих отрядов. И еще и в молодежной политике заметить. Может быть, ты обретешь нормальную работу наконец. Я ради этого и согласился. Я понял, что ты рядом, Чтобы Подожди, сама Игоревич рядом я сесть. как бы мечу на это место, да, но пожалуйста. Ну что ж, мы продолжаем следующий конкурс «Разминка». Самый сложный КВНовский конкурс, потому что команды придумывают и генерируют шутки прямо на сцене, прямо перед вами и за самое короткое время. Ну что ж, первый вопрос задает, кстати говоря, исполняющий обязанности заместителя председателя комитета по делам молодежи администрации городского округа города Уфа и просто хороший человек Егоров Роман Олегович. Ваши аплодисменты. Добрый вечер. Ребят, давайте классического вопроса. Так же, как и основной КВН, который да, у нас проходит, буквально вчера был у нас высшая лига. Можно поаплодировать, ребята, увы, также от них не остаетесь, но также начали задержки. Что сделать, чтобы КВН начинался вовремя? Что делать, чтобы КВН начинался вовремя? И у нас есть ответ. Команда КВН «Отдыхай». Пожалуйста, Роман Олегович. Скажи нам, что сделать, чтобы КВН начинался вовремя? Чтобы Ирина Равелина приезжала вовремя. БГБУ, Роман Олегович, пожалуйста. Что сделать, чтобы КВН начинался вовремя? Чтобы жюри здесь ночевало. Вы, наверное, не заметили, вот там вот Шадрин в углу спал, пока вы мимо ходили, репетировали как бы. БГАУ, пожалуйста. Что сделать, чтобы КВН начался вовремя? Ответ будет понятен не всем, но проводите КВН уморите, в конце концов, самый пунктуальный народ. Снова ответ от команды КВН «Отдыхай, Башгу». Что сделать, чтобы КВН начинался вовремя? Вообще сегодня вовремя начался. Спасибо большое. А нет, есть еще один ответ, правильно? Или ты просто вышел в микрофон посмотреть? Сказать или что? Давай, отвечай. Что сделать, чтобы КВН начался вовремя? Мы же в России, демократия здесь. Ага. А где шутка? Ну, юмор, он в принципе разный, но это вообще не юмор. Ну что ж, мы продолжаем. И вопрос задает наш великолепный ведущий, резидент Сметана Comedy, Кирилл Шадрин. Спасибо. Одна команда «Отдыхай» пошутили в своем приветствии, что якобы они мне предложили поучаствовать, но я слишком занят, поэтому они выбрали другого, более колоритного персонажа в оранжевой каске. А это неправда, это вранье, они мне даже не предлагали. Поэтому у меня вопрос команды, почему меня не позвали к себе играть в сегодняшнюю игру? Почему? У меня шутки есть смешные. Вот, собственно, «Отдыхай». Почему вы меня не позвали играть за себя сегодня? Кирилл, я тебя с прошлого года на улице жду. Команда КВН «Отдыхай», я же вам говорил, он вот там в углу ночевал всю ночь. Ну, напрашивался, конечно. Можно было его позвать. Так. Гао, Кирилл, пожалуйста. Почему меня не позвали за себя играть сегодня? Кирилл, давай честно, обмен. Ты нас в Сметану, а мы тебя к нам. Давай. Пол — это лава БГБУ. Ребята, почему вы меня не позвали за себя играть? Ну, наша команда и так идеальна. Самый скромный ответ. На контрасте авиационный университет. Почему вы меня не позвали за себя играть? Ну, вы такой более калорийный. Калорийный? Команда на контрасте заканчивает выступление в сегодняшней игре. Давайте, ребята, поприветствуем. Это была слишком жесткая шутка. Калорийный здесь только я, по-моему, да? Как бы из всех. Между прочим. Я на втором месте. Это правда. Отдыхай, пожалуйста, Кирилл. Еще раз, почему вы меня не взяли играть к себе? Кирилл,
ты все, отдыхаешь? Еще один ответ от Аграрного университета. Зачем меня не пригласил играть за свою команду? Ну понимаешь, у нас растительность на лице только у Айгуль была. То есть мы тебя не можем взять, ну никак. Прайс-лист у нас такой. Все, наверное. Да, есть еще один ответ от Александрова. Кирилл, давай. Опять меня унижать? Я уже галочку поставил. Может быть, она извиняться вышла. Сейчас посмотрим. Почему ты меня не пригласила играть за свою команду? А зачем тебя звать, ты так приходишь? Все? Я думаю, все, да. А то у нас следующий вопрос. Командир штаба студенческих отрядов Башгу Вазир Дамирович Гимазиддинов. Ваши аплодисменты. На кону диплом, заканчиваю 4 курс, и почему так сложно устроиться экологом? Такой вопрос. Еще раз, пожалуйста. На носу диплом, заканчивается 4 курс. Да. Почему так сложно устроиться экологом? Устроиться экологом. Отлично. Ответ от Инновационного университета. Вазир Дамирович, пожалуйста, повторите вопрос. Почему так сложно устроиться экологом? Просто надо больше экологических отрядов, а не один. Ответ Аграрного университета. Вазир Дамирович. Почему так сложно устроиться экологом? Ну, насчет экологов не знаю, но у меня есть друг ветеринар, я учусь по аграрному. Вот, он мне сказал, что французский бульдог кусается с язычком, вот это я точно знаю. Как бы вам так сказать, Аграрный университет, да? Здесь такие шутки не понимают. Надо как-то, постараться, подумать. Да? Отлично, мы продолжаем. Команда КВН «Отдыхай». Вазир Дамирович. Почему так сложно устроиться экологом? Тебе мало, что ли? Команда КВН «Пол – это лава» по ГПУ. Почему так сложно устроиться экологом? Свободная касса. Авиационный университет. Давайте еще раз. Почему сложно устроиться экологом? Да потому что моя республика 2 раза в год проходит. Ну что ж, дорогие друзья, и я уж, как ведущий, воспользуюсь положением и задам вопрос от себя. Дорогие команды, почему Владимир Владимирович Путин носит часы на правой руке, а все обычные люди на левой? Авиационный университет, вот там есть микрофон, не обязательно свой говорить. Пожалуйста. Но не только Путин на правой руке часы носит. Аграрный университет. Почему Владимир Владимирович Путин носит часы на правой руке, а все обычные люди на левой? Саша, ну ты понимаешь, теперь можно ввести налоги на ношение часов на левой руке. Еще нет. Аграрный, я же говорил, надо подумать, прежде чем выходить в стоячки. Команда КВН «Отдыхай». Почему Владимир Владимирович Путин носит часы на правой руке, а все обычные люди на левой? Ну все просто, он путает лево и право. Главное, чтобы он не перепутал, когда ракету будет запускать. Продолжаем. Это БКПУ. Я вас уже не узнаю. Отлично. БКПУ. Почему Владимир Владимирович Путин носит часы на правой руке, а все обычные люди на левой? Ну, он вот на меня посмотрел и спротировал как бы... Авиационный, я думаю, на этом мы завершим разминку. Почему Владимир Владимирович Путин... Так, дети Ирины Равиловны негодуют уже. Почему Владимир Владимирович Путин носит часы на правой руке, а все обычные люди на левой? А его за левую руку медведик держит. Вот ты точно хорошо подумал? Вот прям смешно будет, да? 100%. Ну не здесь, вот там в таком маршрутном, по-моему. Жги, ты чувствуешь, уже не смешно? Ладно, давай попробуем.
почему Владимир Владимирович Путин, 100 раз подумай, носит часы на правой руке, а все обычные люди на левой? Как на правой? Все, уходи, быстрее, уходи. Ну что ж, дорогие друзья, на этом конкурс разминка завершен. Еще раз громкие аплодисменты всем командам, они большие молодцы. А пока наша счетная комиссия подводит итог. Стоп. Конечно же, я забыл про оценки за конкурс разминки. Напоминаю, что максимальное количество баллов за этот конкурс 4 балла. Ну что ж, уважаемые судьи, приготовьтесь. Команда КВН «Пол – это лава», педагогический университет и их оценки. 3 и 2. 2, 3. Движемся далее. Команда КВН на контрасте, авиационный университет. 4. Болельщики могут еще громче аплодировать. Команда КВН «Убойная сила», аграрный университет. 3, 2, 3, 4, 3. Ну и команда КВН «Отдыхай», «Пожгу». 4. Балла. Ну что ж, дорогие друзья, а вот теперь, пока наша счетная комиссия подводит итоги сегодняшней игры, я хочу выразить благодарность Башкортостанскому региональному отделению молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Ваши аплодисменты. А также мы благодарим Башкирский государственный университет. Как же без него? Здесь, по-моему, вообще надо громко аплодировать. Все, кто на задних рядах сидел, вас запомнили, завтра отчислят. Ну что ж, и также мы выражаем благодарность первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Башкирского государственного университета. Также громко аплодисменты. А теперь мы переходим к самому интересному. Мы передаем слово исполняющему обязанности заместителя председателя комитета по делам молодежи администрации городского округа города Уфа Роману Олеговичу Егорову. Роман Олегович, пожалуйста. Как вам сегодняшняя игра? Поделитесь впечатлениями. Мы тебе тоже дадим микрофон. Чуть-чуть подожди. Ну дайте уже ребенку микрофон. Передать ребенку микрофон? Ребята, молодцы. Давайте поаплодируем. Старайтесь. Ребята, у нас буквально появилась в этом сезоне команда волонтеров. Может, вы подумайте, сделать все-таки одну цельную команду студотрядов. Подумайте над этим. На самом деле все индивидуально молодцы, чуть не хватает. Есть куда стараться, направляться, давайте. Старайтесь, шутите, потому что разминка у вас получилась клевая. Спасибо большое, Роман Олегович. Спасибо. Приходите к нам почаще, мы вас ждем. Приглашайте. Напоминаю, 26 апреля в актовом зале Башкирского государственного университета состоится финал Лиги КВН «Пожгу». Будет очень смешно. Все приходите. Аплодисменты. Спасибо большое, Роман Олегович. Ну что ж, мы движемся далее. Художественный руководитель студенческого клуба Башкирского государственного университета Синькина Елена Анатольевна. Елена Анатольевна, пожалуйста. Можно небольшую рекламу? Конечно. Мне понравился конкурс «Музыкальный биатлон», и он был бы еще лучше, если бы все пели в ноты. Но не все обладают слухом, поэтому приходите, занимайтесь. А вообще хотела сказать спасибо за сегодняшнюю игру. Действительно, есть куда расти. Шутить можно еще лучше. Это правда, и это относится к аграрному. Нет, были классные моменты у аграрного. И вообще у каждой команды были очень клевые шутки. Были шутки, которые мы где-то уже слышали, наверное.
Возможно. Вот. Поэтому удачи, ребят. Пусть все будет классно и, надеюсь, еще увидимся. Большое спасибо. Ну что ж, ближе к свиданию. Командир штаба студенческих отрядов по АЖГУ Гимазидинов Вазир Дамирович. Всех еще раз приветствую, давайте громко-громко поаплодируем. Команда очень громко. Отлично. Вообще такие мероприятия очень сложно делать, как командир штаба очень до сих пор трясусь. Надеюсь, что все хорошо пройдет, всем все понравилось. Ну, вам понравилось? Да! Вот. Всем командам желаю удачи, вот буквально уже заканчиваем. Будем скоро докрепить. Спасибо. Большое спасибо, Вазир Дамирович. Далее мы передаем слово экс-командиру штаба студенческих отрядов по АЖГУ, исполняющей обязанности комиссара студенческих отрядов Башкортостана, Грицай Ольга Викторовна. Ваши аплодисменты. Очень отрадно, что КВН, который прошел в прошлом году, зарядил ребят на повторное участие, и что это не осталось, так скажем, всего лишь одноразовым мероприятием, а вошло в добрую традицию. Надеюсь, так дальше будет продолжаться. Спасибо, команда. Посмеялась от души, прям некоторые моменты, конечно. Спасибо, Угоду, за шуточку. Надеюсь, так не будет. Вот. Нет, реально, вы все классные, вы веселые, задорные. Надеюсь, что с такой же энергией вы готовитесь к третьему трудовому семестру. Вот. Он уже не загораем у нас. Ну, я желаю всем удачи, всем огромное спасибо. Большое спасибо. Ну что ж, и заключительное слово мы предоставляем красавцу, чемпиону региональной лиги КВН Уфа, обладателю какого-то там кубка республики и руководителю проекта «Сметана Комедия» Кириллу Шадрину. Сегодня всем похлопали, кроме Саши. Давайте Саше похлопаем. Потрясающий ведущий. Спасибо большое. Спасибо большое за приглашение, мне очень приятно, потому что в прошлом году мне посчастливилось свести 7 мероприятий. В этом году я сижу в жюри, я боюсь, что будет в следующем году, я честно боюсь представить. Тебя не пригласят уже просто. Скорее всего, или я все-таки выйду и сыграю за кого-нибудь. Возможно, не знаю. Это будет хорошо. Спасибо большое командам, честно. Аплодисменты. Ребят, похлопайте, мои правда старались. Я считаю, что... Я тебе даже могу подсказать, за кого тебе нужно играть. За Аграрный. Как бы вот за них прям надо. Все, да. Мы обсудим все эти моменты. Я предлагаю прислушаться к словам Романа Олеговича, потому что действительно, почему бы не сколотить хорошую команду и вывести ее на большой финский КВН, я думаю, она была бы вполне конкурентоспособна, и у ребят бы все получилось. Кто солидарен, можно похлопать. Мне кажется, реально получилась прекрасная команда, которая смогла бы конкурировать с другими университетами, городами на более высоком уровне, высшей лиги уфимской или в региональной лиге Уфа, возможно. То есть подумайте, возможно, в следующем сезоне мы будем болеть именно за эту сборную и искренне рады за их победу. Команда, большое спасибо. Очень посмеялся над шуткой, уразу держал от команды Пола Клауна. Я прям... Это был первый смех, и я ее почему-то запомнил. Первые же никогда не забывают. Ну, шутки первые, смешные. Первые смешные шутки никогда не забываются. И вообще все команды красавчики. Вам спасибо большое за этот шикарный вечер. Спасибо. Большое спасибо, Кирилл. Мы всегда рады. А теперь я попрошу каким-то чудесным образом передать микрофончик, поскольку Ирина Равильевна немножечко опоздала на игру, как обычно это бывает, командиру Башкортостанского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Сухарева Ирина Равильевна, ваши громкие аплодисменты. Прямо, да. Где много детей, туда микрофон. Ты куда дядя маму обнял, да? Привет. Снова. Всем привет, ребят. Явка очень слабая, об этом поговорим мы в среду на нашем еженедельном совещании со всеми командирами штабов, конечно же. Готовьтесь к серьезному разговору. А вообще хотела сказать, ребят, я внутри всех бесед состою, поэтому команды, которые все-таки остались участвовать, большие молодцы. Не обращайте внимания, у нас так всегда. У нас...
Ну что ж, Ирина, я думаю, давайте, или вы все-таки будете говорить? Все-таки буду, да? Что зря на ораторское искусство не ходила. Кто ходил вообще, да и кто время тратит, вот помимо учебы, занимается чем-то таким дополнительным, вы большие молодцы, ребят, потому что у нас помимо КВН еще 49 мероприятий в нашем календарике, и скоро трудовой семестр, мы к нему активно готовимся, и все выходные у нас проходили мероприятия, да, поэтому нам на самом деле есть куда расти. Мы на полном серьезе рассмотрим предложение Романа Олеговича по поводу создания команды, наверное. Вот, спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо, Ирина Равильевна. Ну, кстати, я не опоздала, я предупреждала, что я задержусь. Ну что ж, я попрошу убрать стоечку с микрофоном, Роман. Выполни свою задачу. Отлично, спасибо большое. Мы переходим к самому интересному моменту игры. И начнем мы, пожалуй, с 3-го места. А их у нас будет сегодня 2. Болельщики приготовили ладошки. 3-е место занимает команда КВН «Пол – это лава», Башкирский педагогический университет. Грамоты не подписаны еще, я так понимаю, да? Нет, все подписано. Я думаю, мы выйдем всем и поднимаемся. Мне как бы об этом... У нас же еще элиминации есть. Ну, вас них... Серьезно? Да. Тогда я приглашаю на сцену Кирилла Шарина, Да нет, всех, идемте. Поможет мне в этом. И, в принципе, всех членов жюри. Начнем с номинации. Пожалуйста, ну как бы 3-е место мы уже знаем одно, поэтому можно, в принципе, вручить грамоту. Команда КВН «Пол – это лава». Вот, пожалуйста, Кирилл. И такое приятное совпадение, что в номинации «Лучшая шутка», я уже сказал, какая. Я у остальных жюри не спрашивал, мне она просто понравилась. Я забрал диплом. За уразу держал тоже «Пол – это лава» в жизни. Номинация «Лучшая шутка». У меня номинация «Лучшая мужская роль». Здесь вообще без сомнений отдаем «Убойная сила». Рома. Идем. Громче. Объявим лучшую женскую роль. И она достается команде на контрасте Соколовье. Ну что ж, дорогие друзья, вот, в принципе, все номинации нашли своих номинантов. Мы продолжаем. Или есть еще какая-то? Все? Все члены жюри спустились, значит, все. Итак, 3-е место. Команда КВН «Убойная сила», Педагогический университет. Второе место занимает команда, представляющая авиационный технический университет. Команда КВН на контрасте. И 1-е место, вы, кажется, забыли кубок. Это правда. Оп! Валерка не гордая, она принесет. Бекмурсина Валерия, кстати, без нее эта бы игра сегодня не состоялась. Отлично. И 1-е место, и кубок штаба студенческих отрядов «Башгу» достается команде КВН «Отдыхай». «Башгу», ваши аплодисменты. И я надеюсь, что это не последняя наша игра в рамках российских студенческих отрядов Башкирского регионального отделения. Что ты мне показываешь? Башкортостан? Башкортостанского? Хорошо.
Что это такое? Благодарственное... Вот. Вы сами будете читать или... Благодарственное письмо Башкортостанскому региональному отделению МО РСО за помощь в проведении межотрядного конкурса студенческих отрядов команд КВН. Благодарственное письмо Васильеву Александру Андреевичу за помощь в проведении межотрядного конкурса студенческих команд КВН. Благодарственное письмо Бигмурзиной Валерии Андреевне за помощь в проведении межотрядного конкурса студенческих команд КВН. Благодарственное письмо Калинину Илье Игоревичу за помощь в проведении межотрядного конкурса студенческих команд КВН. Благодарственное письмо Филиппу Артему Андреевичу за помощь в проведении межотрядного конкурса студенческих команд КВН. И благодарственное письмо Башкирскому государственному университету за помощь в проведении межотрядного конкурса студенческих команд КВН. Просьба, наверное, представителю студенческого клуба. Окей, аплодисменты. А вот так делать не стоит. Ну что ж, дорогие друзья, что хотелось бы сказать в конце. Ходите на КВН, это очень клевая и смешная игра. Спасибо большое, всем пока!